Август ҩажәи фбаҩнызқьи ааба шықәса рзы ҳҳәынҭқарраз иҟалеит акрызҵаз кәлахҭыс. Ишиашоу ефирала дықәгылан Урыстәыла усҟантәи ахада Дмитри Медведев алаҳәара ҟаиҵеит Урыстәылатәи Афедерациа Аԥсны иаахыҵуа Ԥстәыла рхьыԥшымрақәа шазханаҵо азы. Ари ашьаҿы иаанартит аԥсуа ҳҳәынҭқарра аҭоурых аҿы иҿыцу адаҟьа. Ҳҳәынҭқарра анылеит ахақәиҭреи ахьыԥшымреи змоу амҩа. Аԥсны иқәынхо ажәларқәа ргәырӷьара ҳәаак амамызт, хәыҷи-дуи зегьы еидныҳәалон уи аҽны. Аиааира ашьҭахь ҳхьыԥшымра зхаҵара ари қәҿиара духеит ҳажәлар рзы. В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали выбор. Саакашвили избрал геноцид для решения своих политических задач. Этим он собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование осетин, абхазов и грузин в одном государстве. Народы Южной Осетии и Абхазии неоднократно высказывались на референдумах в поддержку независимости своих республик. Мы понимаем, после того, что произошло в Цхинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами. Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Тысячелетия наша республика шла к этому моменту, и она пришла к нему. К сожалению, наши ребята, они не дожили многие до этого дня, но пускай они знают, что это сделано для того, чтобы их память о них никогда не погибла. Мы очень счастливы, что нас признали наконец-то. Наши дети будут спокойно и свободно жить. Спасибо. Да, независимость подписали уже, все соглашение есть. Так что все радуются, по-моему. Очень мы рады, очень. Огромное счастье для Абхазии. Дар захгу яхот ажлар Аԥсны иқәынхоз зегьы ҳахәыҷқәа иԥсыз ршьала иааргаз аиааира иахьатәи аурыс ихагылоу Медведев Путин даараӡа иҭабуп ҳара ҳәа. Жәохә шықәса раԥхьа убарҭ рҩызцәа ҳагылазгьы ари уаҩбишьра ҟаломызт. Ирбааит ажәларқәа зегьы Аԥсны шьала рхатәы ԥсҭазаара амҩа иашахь ишалырхаз. Сердечно поздравляю, так же, как вы переживала за каждый шаг последовательной борьбы Абхазии за независимость. Чтобы это было мир на земле и во всем мире. Пусть все живут и здравствуют. Я думаю, это закономерный процесс, к которому стремился абхазский народ. И он осуществил свою цель, свою мечту. Конечно, увидев много страданий. И, конечно, без крови не обошлось. И это длительный процесс, который пришел к своему логическому завершению.
Бри амшачны разных хавинах цейта хакуйтра аштех хагургон сгус джанзамкос сахя тырхит егисым бадзейт нас мчибжик аштех хакалак ечисаннукоз избет сахя кутюкс ястумах хейт сыпхашейт сыздырым аха арт асахя козиги псна хюнткар хипшим раят хала уйтурут сахя копурт янхот سخوجاخ سيسحويت سابي شيحوز حرح بستازا رز جختنحتي تبري خكويت رز خبشم رز عكبرز عياش رز بيبشلش رز حرح خوج كرزحن اسكنجي حون حرا يحرقل روب عبد يغو عبسو حند كارح وبريزحن وبري عيب بجان سحازي جراب خدز سرسابيك سيونستيتي دسنحلي على غردي لك из бейта хани самбат. А тот день хорошо помню, потому что ощущение того, что вот что-то произойдет, было прям в воздухе витало. И когда мне друзья позвонили с Москвы, коллеги сказали, что сегодня будет признание у нас, то есть я сразу схватил фотоаппарат, сразу стал вот ждать и думать, где это все будет развиваться, и понял, что, естественно, это будет на площади Свободы, потому что главная площадь столицы, может, не страны, наверное, Новохинская площадь более важная, а вот в Сухуми это самая важная площадь, и поэтому сразу отправился туда, и, к сожалению, была только одна флешка у меня с собой, поэтому я не делал фотографии большого разрешения, потому что неважно было больше их снять, чем может быть, чем такого тяжелого качества. И я в тот день, по-моему, около 2000 кадров наснимал, не все они были качественные, все интересные, но 2-3 кадра такие стали уже хрестоматийными, к моему удовольствию. И у меня был контракт с агентством France Press, поэтому я приоритетно ему фотографии предоставил, и они у меня приобрели, не помню, пару десятков даже фотографий, что очень много считается. И это в силу того, что просто другие фотографы не успели подъехать, и поэтому я снимал, Вова Попов, я помню, снимал. Немного кто снимал, поэтому много. Самой известной стала фотография, где Рабия в Ассурии снят, вот она, то есть она стала самой популярной, ее потом уже агентство перепродало во многие другие издания, то есть она потом в журнале «Итоги» появилась, как на развороте, то есть это была фотография недели признана, что одно из моих больших достижений таких фотографий репортерской. Но она меня увидела и бежала ко мне, чтобы поздравить. Я, естественно, воспользовался этими эмоциями и решил снять. Там сделал 2 или 3 кадра. Вот. Те не очень получились, этот удачный. Я потом у французского редактора спрашивал, почему все в эту фотографию так вот, популярность такая была. Много для нас, французов, такой сработал стереотип в хорошем смысле. Она похожа вот на «Свободу на баррикадах», тоже вот такая девушка красивая, которая там все вместе, эмоции, очень много радости и так далее. Когда еще был совсем молодым человеком, и это было примерно в 1975 году, когда я начал работать в Абхазском институте языка и литературы и вовлекся в вот эту борьбу
за интересы абхазского народа. И меня спрашивали: товарищ, неужели ты веришь, что это осуществимо? Я говорил: мы, наверное, не увидим, но наши внуки, может быть, увидят. А так получилось, что мы увидели все это своими глазами. И, конечно, ожидали мы все, что когда-нибудь придет признание независимости нашей страны, но тоже думали, что это какой-то отдаленной перспективы произойдет. Но опять же так начали развиваться события, что и это тоже мы увидели. После того, как признано было многими странами Косово, вот мы помним, когда президент Путин сказал, что мы найдем адекватный ответ, но обезьянничать не будем. Вот с этого времени как-то ожидание того, что это может произойти, было у нас в обществе. Вот. И незадолго до признания Абхазии, Российской Федерации происходили определенные события, переговоры. И российской стороной был предложен один проект, просто я о деталях до сих пор еще не могу говорить, вот, который был нами отклонен. И после того, как он был отклонен, происходила встреча Бачарова Нурчия, президента Багапш, президента Какой-то, с президентом России Дмитрием Медведевым. Вот, и он сказал тогда, это было буквально дня за 3, по-моему, до провозглашения признания. Он сказал: я знаю, что вы отказались от предложенного нами проекта, и тогда нам ничего не остается, как признать вашу независимость. И Сергей Васильевич мне рассказывал тогда, что какой-то на ухо шепнул мне: держи меня, я сейчас упаду в обморок. Но он попросил, значит, Медведев попросил не оглашать. Несколько дней, говорит, потерпите, не оглашайте. И вот через несколько дней, я уже был в курсе, мы все были в ожидании. Вот, и когда сотрудники забежали в кабинет и позвали смотреть телевизор, мы услышали эти давно ожидаемые слова признания. агурагарат гян ус ярлас нурстула хазханацотхо эшо хоза фаратхом хазон зиграб хаза урстула акун харахзон ихадараз урстула ханацха урстула анхадгл фаратхом хабга дарья гой хунткараге яхаитиге адонияча хатыр акулар пепши яхаитсер дуро иқалит харбиоп ويناكرتسك ناجتا انت كارك وجه حسقرتك بخايه بيبش بزين حمو بسويانا جو حرتهم حرا حتورا خنزاو اريا امش اريا رزق يجف با وسطوا خنا تزري خاشرما دمسس قطا غبره ابخد يا يري يحش يحانز نغا قفسنا ابراغي ورسطوا ابراغ دربجتنا ميديدي اتجا نالغا يلقان خشاجو زقوس خاغا غند خوشكوري وشين ساعه رابوت ده جيكو يوخو كراقنزا راكون ياخس اش دقيقه زدرو ترا غوري غري از ارياشت اشغركو بخيت بزيركو بخيت ويشني يباز يز غوري غرا را يا بخيت وسويا عندكم عجل رزقنا دار غوري غرا دون دار وشتق قليت حرتهم ورسلا حزقنا زريا مش وش مش يلا ايش خمسه
Хочу от всей души поздравить вас, всех нас, с этим историческим моментом в жизни нашей страны. Спасибо вам огромное. Я думаю, что этот прекрасный день признания нашей республики как независимого государства мы посвятим тем, кто не дожил до этой славной победы. Я хочу сказать огромное спасибо матерям, поклониться им за то, что они воспитали детей, принесшие нам эту независимость. Слава вам и слава тем, кого мы не дождались. Сегодня вся Абхазия празднует. У нас есть на это повод. Мы заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву, поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня претворена в жизнь. Это ваша заслуга. Это заслуга старших поколений. Это заслуга тех, кто возглавлял национально-освободительные движения. Я буквально час назад прилетел из Москвы, и первый звонок после объявления независимости Дмитрием Анатольевичем Медведевым я позвонил первому президенту Абхазии Владиславу Григорьевичу. Я поздравил его с этим славным днем, потому что Владислав Григорьевич на алтарь нашей независимости положил самое дорогое, что есть у человека, свое здоровье. Он возглавлял нашу страну в самые тяжелые моменты. Они закладывали основу сегодняшнему дню. И мы это ценим, и за это благодарны и ему, и всему нашему народу. Я хочу сегодня выразить чувство от вашего имени, мои дорогие, великой благодарности Российской Федерации, российскому народу, руководству России, президенту этой великой страны за то, что они поняли наши с вами чаяния, они поняли наши с вами устремления, и они приняли очень умное, своевременное и решение, которое сегодня всех нас делает счастливыми. Спасибо большое, великая Россия! Этому предшествовал долгий период национально-освободительной борьбы абхазского народа. Я думаю, можно и нужно отметить уже в советское время те многочисленные сходы, которые имели место и в 1931 году, и в 1957, в 1967, и в 1978, и в 1989, те многочисленные обращения нашей интеллигенции в тогдашние высшие партийные органы о нарушении в национальной политике со стороны грузинского руководства в отношении к Абхазии. Это и референдум 1991 года, который в тех тяжелых условиях, когда Грузия фактически объявила о своем выходе из состава Советского Союза, был проведен в Абхазии, и подавляющим большинством высказались за продолжение нахождения в составе Союза быть. Это и победа в войне, которая досталась очень тяжело, да, конечно, с участием и с помощью и добровольцев отовсюду и так далее, но тем не менее с такими тяжелыми потерями мы вышли из этой войны. Это и референдум по подтверждению независимости Республики Абхазия. То есть вот это все вместе и позволило, на мой взгляд, Совету Федерации
Государственная Дума Российской Федерации после соответствующего обращения из Абхазии обратиться к президенту России с просьбой признать независимость. И мне кажется, очень важны несколько моментов. То, что признание независимости, в том числе в аргументах, основной упор был сделан на волеизъявление народов, которое было. Речь шла об Абхазии и Южной Осетии. Еще раз повторюсь, это наш референдум 3 октября 1999 года. А в правомерность этого решения, которое России далось нелегко, был колоссальный международный пресс. И сегодня он продолжается по факту признания. Было сказано, что это является фактически единственным условием обеспечения безопасности, в данном случае народа Абхазии. То есть это не сиюминутное решение, это результат очень долгой борьбы здесь народа Абхазии и результат того, что российское руководство увидело, что все попытки решить вопрос в рамках грузинского государства после августа 2008 года были обречены. Ну и нам, мне кажется, нужно сделать выводы. Еще раз повторюсь, решение далось очень нелегко. И вы помните, как после этого, какая обструкция была устроена Россией на международном уровне. Мы должны это тоже понимать. И нам надо делать все, чтобы не создавать дополнительных проблем ни в наших взаимоотношениях, ни тем более Российской Федерации. Собраться Совет попросила Грузия. Повод один – указы Дмитрия Медведева о признании Южной Осетии и Абхазии. И если за 16 лет, пока конфликт тлел, грузинское руководство игнорировало власти этих республик, то теперь, после жестокой агрессии, когда пути назад нет, предлагает едва ли не мирные переговоры. Мы готовы удовлетворить любые законные требования народов Абхазии и Южной Осетии по обеспечению их безопасности путем прямых переговоров на основе международного посредничества. Мы найдем способы мирного сосуществования грузин, осетин и других членов многоэтнического сообщества моей древней родины. Глава российской миссии в ООН начал с того, что ни США, ни их приверженцы слышать явно не хотели. Обстановка в регионе постепенно нормализуется, заявил Чуркин, а после впервые на Совбезе публично озвучил указы президента о признании Южной Осетии и Абхазии, чем окончательно сорвал план дипломатического блицкрига американского посланника Вулфа, уже тогда нервно теребившего свой доклад дрожащими руками. Полемика в зале едва ли не перешла на повышенные тона. Россия должна завершить вывод своих войск из Грузии в соответствии со взятыми обязательствами по плану прекращения огня. Нам надо действовать быстро. Размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ в Южной Осетии – это только начало. Для патрулирования в зонах безопасности должны быть допущены и другие международные наблюдатели, чтобы убедиться, что все стороны выполняют взятые на себя обязательства, включая обязательство уважать территориальную целостность Грузии. Если бы в нашем зале сегодня появился впервые инопланетянин, то я уверен, что, послушав нашу дискуссию, после того, как он послушал бы нашу дискуссию, его сердце переполнилось бы гордостью за членов Совета Безопасности. Какие принципиальные люди, как последовательно они защищают высокие принципы международного права. Мне особенно, я должен сказать, понравилось заявление постоянного представителя Соединенных Штатов, напоминающее членам Совета Безопасности о том, что государства в своих действиях должны воздерживаться от использования или угрозы применения силы. А я хотел бы спросить уважаемого представителя Соединенных Штатов, а оружие это массового поражения нашли в Ираке или все еще ищете? А я хотел бы спросить уважаемого представителя Соединенных Штатов, а не раздаются ли из Вашингтона угрозы в отношении другого члена Организации Объединенных Наций применить против него силу и даже стереть его с лица земли? Напомнил Чуркин членам Совбеза о 6 мирных принципах, под которыми подписались российские и французские президенты. Совбез до сих пор отказывается принимать их в виде резолюции. Вот бы добавить туда пункт о территориальной целостности, пытались оправдаться европейские послы, осознавая тот факт, что в плане Медведев-Саркози об этом нет ни слова. Впрочем, в резолюции, к примеру, по Косово территориальная целостность Сербии была черным по белому прописана. И тем не менее Косово теперь для европейцев и Америки отдельная страна. Некоторые члены Совета Безопасности напоминают о важности
соблюдать резолюции Совета Безопасности, соблюдать принципы территориальной целостности. А где же вы, дорогие мои коллеги, были, когда мы Косово с вами обсуждали? В ноябре 2007 года Совет Безопасности принял резолюцию, в котором подтверждался принцип территориальной целостности государств бывшей Югославии. В ноябре 2007 года. А почему же вы не подтвердили этот принцип несколько месяцев позднее, когда был в Совет Безопасности представлен план Ахтисари? Нынешнюю дискуссию Чуркин назвал неполноценной, без участия в ней представителей Абхазии и Южной Осетии. США по понятным причинам отказываются давать им визы, а Совбез отказывается надавить на США. Термины «геноцид», «этническая чистка», «агрессия» в Совбезе уже звучали, но в детали преступлений грузинских властей вникать здесь по-прежнему хотят не все. Все факты совершенно ясны, только те, кто хотят как-то запутать дело, они говорят, что надо до каких-то фактов докапываться. Факты агрессии налицо, факты того, что Россия делает для того, чтобы исправить гуманитарную ситуацию, вывести население региона из гуманитарной катастрофы, также налицо. Так что, по моему мнению, это все попытка просто вывести из-под огня критики грузинское руководство, которое пошло на этот авантюристический шаг. Те, кто путает сейчас следы грузинской агрессии, до вторжения даже на словах Грузию единой не считали. Об этом напомнил Виталий Чуркин. Среди западных политиков даже термин существовал «Ко Джорджия» или, собственно, Грузия, куда ни Южная Осетия, ни Абхазия не входили. Впрочем, вот уже 3 недели, как этот термин в речах покровителей Тбилиси не встретишь. Признание – это гарантия. И я думаю, это очень важно, что в своей речи тогдашний президент России Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что это признание еще мера обеспечения безопасности. Это действительно так. Вы помните, что тогда решался вопрос, на кого идти. Грузинской армии, на нас или на осетин. Но они посчитали, что сначала можно будет раздавить осетин, потом заняться нами. То есть то, что происходит сегодня, это фактически... Ну, я могу сказать свое, наверное, также думают в Абхазии почти все. Уже 27 августа мы знали, что мы не одни в этой борьбе. У нас есть реальные тылы, реальная гарантия. И сегодня наш стратегический партнер действительно обеспечивает нашу безопасность. Это очень важно. Мы сегодня имеем такую государственность, которой, я вот могу вам смело сказать, не было никогда в нашей истории. Я имею в виду уровень независимости и свободы нашего государства. Да, мы вспоминаем как высшее такое достижение нашей государственности, это в период, когда существовало Абхазское царство. Но тогда была тоже большая взаимосвязь с Византией, и такого, как сегодня, таких возможностей, как сегодня, не было. Конечно, мы понесли большие потери в связи с тем, что в XIX веке много глупостей было совершено. В этом тоже невозможно никого винить, просто не было единого лидера, который способен был объединить страну и повести ее правильным курсом. Все эти наши внутренние проблемы привели к тому, что случилось в XIX веке, и то, что сегодня является реальностью, которой мы должны считаться. Несмотря на это, на все наши демографические проблемы, несмотря на то, какое соотношение здесь было в Абхазии сил, мы все-таки сумели более организованно, в политическом смысле я имею в виду, абхазское общество, более организованно, сплотиться, и у нас была четкая цель. Именно поэтому и когда началась война, многие молодые люди пошли защищать, отстаивать эти идеи, которые были выдвинуты национально-освободительным движением Абхазии. Именно это помогло одержать победу в войне, потому что был дух, была идея. Вот. После войны был период, когда была очень активная внешнеполитическая работа проведена, и это дало те результаты, о которых мы сегодня можем говорить. Россия с начала 90-х годов, как только возник этот конфликт, а он возник в
в новейшей истории из-за решения грузинской стороны по лишению Абхазии и Южной Осетии их автономных прав. В 90-м и в 91-м году грузинское руководство лишило Абхазию и Южную Осетию автономных прав, которыми они пользовались еще в составе Советского Союза, в составе Советской Грузии. Как только это решение состоялось, тут же начался межэтнический конфликт и вооруженная борьба. И тогда Россия подписалась под рядом международных соглашений. И все эти соглашения мы соблюдали. Мы имели на территории Южной Осетии и Абхазии только тот миротворческий контингент, который был обговорен в этих документах, и не превышали его. Другая сторона, в частности грузинская сторона, при поддержке Соединенных Штатов, к самым грубейшим образом нарушила все соглашения. Под видом подразделения Министерства внутренних дел они в зону конфликта тайно ввели свои войска, регулярную армию, спецподразделения и тяжелую технику. По сути, они этой тяжелой техникой, танками, окружили со всех сторон столицу Южной Осетии Цхинваль. Окружили наших миротворцев танками и начали прямой наводкой их расстреливать. Только после этого, после того, как у нас пошли первые жертвы, и список их был увеличен значительно, речь шла уже о нескольких десятках погибших наших миротворцев, там, по-моему, 15-20 человек уже погибло. Только после этого, и жертвы большие среди мирного населения были уже, сотнями измерялись. Только после этого президент России принял решение о вводе контингента для спасения жизни наших миротворцев и мирных граждан. Более того, когда наши войска начали двигаться в направлении Цхинваля, они натолкнулись на тайно приготовленный грузинскими военными укрепрайон, по сути. Там были зарыты танки, тяжелые орудия. Они начали на марше расстреливать наших военных. И все это было сделано в нарушение прежних международных договоренностей. Можно себе представить, конечно, что наши американские партнеры об этом ничего не знали. Но это очень маловероятно. Вот абсолютно нейтральный человек, бывший министр иностранных дел Грузии, госпожа Марубашвили, по-моему, она французская гражданка, сейчас в Париже находится. Она прямо сказала, публично, в эфире, сказала о том, что огромное количество американских советников, и, конечно, они все знали. Ну, а если наше предположение о том, что в зоне боевых действий находились американские граждане, подтвердится, повторяю, нужно дополнительную информацию получить от военных, ну, тогда эти подозрения, они оправданы. Те, кто проводят в отношении России такую политику, они что себе думают? Они нас полюбят только в том случае, если мы умрем? Если мы хотим не подводить, не обострять наши отношения, не подводить того, кто взял на себя груз, значит, нашего признания, мы должны вести четко выверенную политику, не только международную, здесь внутри. Все-таки нужно, чтобы мы вопросы здесь внутри Абхазии решали так, чтобы они устраивали в первую очередь население Абхазии. Если они будут устраивать население Абхазии, я абсолютно уверен, что они будут благосклонно и благоприятно приняты в Российской Федерации. Вот над этим нам надо работать. Нам нужно не подводить тех, кто нас признал. Ну, вы видите, что постоянные вот резолюции, они и сейчас повторяются, и Совет Европы, и ОБСЕ, и ООН о том, что России надо отменить признание Абхазии и Южной Осетии как один из факторов как бы снятия той напряженности, которая есть между ними. Но мы должны это понимать и должны делать соответствующие выводы. Главное, самое, при нашем субтропическом климате не стать банановой республикой. Я не думаю, что правильная позиция, говорит, вот Россия нас признала и достаточно. Это так тоже можно говорить, потому что действительно с точки зрения нашей безопасности это так и есть. Но нам нужно признание, нам надо, чтобы признал нас мир. Это очень важно. Это очень важно. Что это будет скоро, я не скажу. Все-таки есть определенные в этом мире условности. Ведь козырь наш был, почему Косово можно, а нам нельзя. Был создан прецедент. И действительно, вот говорил Сергей Васильевич покойный Багап, что у нас больше оснований для признания, чем в Косово. Я просто напомню, что никакого референдума в Косово-то и не было. Просто парламент проголосовал и все. У нас был референдум, и вот этот референдум и то, что мы соблюдаем все права и свободы, все эти декларации международные, которые есть, это было мощным основанием для принятия такого решения. То есть, мне кажется,
нам надо четко понимать, что мы должны соблюдать все права и свободы, прописанные четко в международных этих, внутри себя. Тогда нам легче будет говорить с миром тоже. Хотя мир, конечно, не готов. Я говорю о том мире, про который вы меня спросили сегодня, признать. А там другие процессы идут. Они даже более такие, когда Германия сегодня ставит Россию чуть ли не врага, сложно говорить о том, что кто-то тебя в Европе признает. Ну, работать над этим надо. И главный показатель – это как мы обустраиваем свое государство. Вот тут есть очень серьезный вопрос, над которым надо работать нам все. Я думаю, что это тоже будет, потому что, в конце концов, понимаете, сегодня тоже и общество в Грузии, и лидеры в Грузии находятся в определенном таком капкане, из которого пока не могут выбраться. Но придет время, когда станут понимать, что важнее, чем эти неосуществимые мечты о возвращении Абхазии, гораздо важнее будет строить взаимоотношения между нашими народами. Это принесет пользу всем. Когда будет такой прагматичный подход, тогда можно будет ожидать и признания со стороны Грузии. Это когда-нибудь придет, потому что сегодня еще там много больных ран и с одной стороны, и с другой стороны. Поэтому это все должно постепенно, когда уйти в прошлое, в историю, тогда начнутся новые подходы. Это всегда так бывает. Я уверен, что в данном случае тоже так произойдет. Ханги, Хагур Джом, Задемит, Шаурской, Абасе, Набег, Варшины, Халап, Яхей Шогоев. Хуратахома, Земзис, Нахаскарсот, Хуратахома, Хаскарсот, Виагургансов, Ама Шаалас, Убри Язаева, Дерзахин Геру, Пахзахин Геру, Убриги Агуразгот, Банзер, Дерги Убри, Штанухо, Харьях Штанухо, Расро. وبيقوم شعزان وبدر زايوة هرجع زايوة حيوان غير زي بس وصلني حامي قاعد ويت حرتهم يتجي دوني بجرة حز خزر كوي هاي رسخوت أخا وين قلام شعرات شيوب عشقس حرات شيوب أخا شغل وروزقو صار أخا كتر حاجته خب شمنا حاجته يزحت خيره يزحت خز وانزي يحفش حمان يعرف حمان خبرك وانزي على يونان أخا كنت زحت خزولوب حبز فيالا شحت وحساجو حملات كلتورة حكابس حبس ونبت في نقر جوز الشحت خو حترك تنينو أحجو حرا حترك تنينو أحجو أيرا الله أبصرا ماجخو أو عجل رجوب زين رجوالا كان أبصار رجوب خو الله تزعل أبيهم يزحت خزي يزحت خو يخيو وزوجي أخي بشمرة خكويترة حرا خلا يا حمد زبا ختا خلا يا حمد زو يا حمار خوا يخحزون أما كيف زرقي حرا خلا يا حسو حرا خاوت حيحطو زين بون بشول وي أخي بشمرة عمي خلقلنا قزو أخا بسخوز لما مالا إذن أقول لك دوت خرارب وبرجي يعيتود وكل رب وخيو خامش تراب يسخصها يا خا проблема هو دار وزتشفت проблема وحما ها حملات خوتشوب حنا حيدم قال يا حاب أبرقرو يشتلوما ميستر جات خوتشوما عبرة يا خا سرا واسش نازجز وبري وبيصدقوا زيد واحد يتقسم هذا ويدا نيح ده لقى حبر يزيد كعزو زمانزر بزيد يدق ويقوي خمس تراب وتقول يجي خزش شوية رزق حيفضل الرب يحمى خوتشي يجكانه حيفضل رمت أورده شو بس يجحكارو. Хотелось бы от первого лица узнать, как вам видятся дальнейшие отношения между нашими странами, исходя из того, что и для грузинских новых властей главный приоритет – территориальная целостность Грузии, евроинтеграция и членство в НАТО. Я хочу обратить ваше внимание на проблему, которая хорошо известна. Она заключается в том, что действующий президент, господин Саакашвили, он завел ситуацию в тупик. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, как отсюда выбираться. Россия не может изменить свое решение, связанное с признанием
независимости Южной Осетии и Абхазии. Но мы не можем это сделать по определению. Очень много эмоций, эмоции просто переполняют. Мы очень рады за нашу республику, что наконец-то нас признали. И я могу сказать, что мы 15 лет ждали этого, и мы просто счастливы, что этот день наконец-то, это событие наконец-то произошло. Сегодняшний день я всех поздравляю с праздником еще раз. И хочу, чтобы это у всех в сердцах всегда осталось. Вот это вот память и вот это вот салют и все вот это. Конечно, эмоции нас переполняют. Эмоции самые положительные, самые радостные. Я даже на эту тему говорил, что мы удивлялись. Вот недавно Олимпийские игры прошли, и спортсмены говорят, что они не верят, когда они выигрывают Олимпиаду. Вот я думаю, что сейчас у всех жителей Абхазии примерно такие же ощущения. Они не верят, что это произошло. И, конечно, увенчало это событие, наверное, салют такой продолжительный, впечатляющий действительно. Поэтому мы просто в восторге. Счастье переполняет просто. Даже пытаешься найти какие-то слова, и просто сложно. Даже столько ждали. Наверное, за это боролись не только мы, а наши деды, наши отцы. И вот мы в итоге купаемся теперь в этом. Хотя какими усилиями это все прошло, я думаю, все знают. Безумно рады и горды, что мы здесь, что мы так долго и упорно шли к этой победе, и, наконец, она нам досталась ценой, конечно, неимоверных жертв, но, слава Богу, что мы дожили до этого момента. Мы бесконечно благодарны тем, кто нам помог, это прежде всего Российская Федерация. И дай Бог, чтобы на этой земле больше никогда не стреляли пушки, а только всегда были салюты. Спасибо всем. Мы очень рады, на самом деле, просто восторг переполняет. Не знаю, мы уже 2 дня орем, просто уже охрипли просто в конце. Да здравствует Россия, Абхазия!